Здравствуйте, вы смотрите новости на канале «Новый век», в студии Чинчик Кашпукол. Коротко о главном. Наряду с маршрутными «Газелями» вместительные автобусы. Как решить наболевший вопрос безопасных пассажироперевозок? За любовь и верность самые крепкие пары Тувы получили специальные награды. Загородные лагеря открывают вторую смену. Около 200 детей отправились на отдых. А теперь об этих и других событиях более подробно. Общественный транспорт – нескончаемая тема для разговоров. Сколько раз к нам в редакцию обращались жители Кызыла с жалобами на пассажирский транспорт. В час пик сесть в маршрутку практически невозможно, сетуют они. А инспекторы ГИБДД, в свою очередь, часто рапортуют о нарушениях правил дорожного движения и пассажироперевозок водителями «Газелей». Проблему отчасти смогли бы решить автобусы. И, как сообщили в городской мэрии, возможность приобрести пас на выгодных условиях у МУП «Кызылгортранса» сегодня есть. Подробнее в следующем сюжете. «Газели забиты, лихачат». Так отзываются пассажиры о маршрутных такси, но выбирать редко, когда приходится. С другой стороны, благодарны, делятся кызылчане, так как водители «Газели» подбирают всех и везде. Если честно говорить, они нас жалеют, забирают всех пассажиров. Но мы ездим как селедки в бочке. Ну как? А шофера останавливаются. Когда только руку махнешь, они останавливаются, жалеют всегда. Работой довольны, но иногда останавливают, перегруза нет, останавливают их, за перегруз они платят большие штрафы. Почему вот так? Выделяют, «Газель» пролетает с полными пассажирами забита, а ее выделяют, которая пассажиры, все сидячие места. Нет, вообще недовольна. А почему? Ну, потому что «Газели» переполнены, и еще, пусть еще гаишники, еще зная, что наш город маленький, и притом автобусов нету, еще гаишники там. Внимание к пассажирскому транспорту пристальное, рассказывают дорожные полицейские. С начала года в Кызыле уже произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием маршруток. В результате 6 человек получили ранения. 7 по 14 июля на территории города Кызыла проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка». Затем 7 по 21 июля также будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». В связи с этим хотелось бы обратиться к пассажироперевозчикам. Уважаемые перевозчики, пожалуйста, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не допускайте перегруза техники. Среди основных причин ДТП – нарушение правил маневрирования, очередность проезда перекрестков, а также неисправность транспортного средства. В МУП «Кызылгортрансе» высокий показатель изношенности пазов. Для обновления автопарка разрабатывается проект. Как рассказал исполняющий обязанности директора предприятия, они примут участие в целевой программе внедрения газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы транспорту. В рамках программы предусмотрено более 10 миллиардов рублей на развитие транспортной системы на газомоторном топливе. На сегодняшний день мы изучили данную программу и намерены участвовать в данной программе в Республике Тыва. И пока запланировали внести заявку и участвовать в данной программе. Сейчас в Кызыле зарегистрированы 3 автостанции, где заправляют газом, поэтому с заправкой не возникнет проблем, поделился Айбек Ангар. Принять участие в целевой программе могут все желающие предприниматели, но в департамент городского хозяйства никто не обращался. Хотя это уникальная возможность на выгодных условиях приобрести современные автобусы класса ПАЗ. Ведь частичную стоимость автобуса оплачивает государство. Цель госпрограммы – это поэтапное замещение транспорта. Это значительно повысит конкурентоспособность транспортной системы Тувы и снизит транспортные издержки, да и значительно уменьшит пагубное влияние транспорта на окружающую среду. Диана Баймбуса, телекомпания «Новый век». Тело утонувшей 8 июля в Енисее 14-летней девочки нашли. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Туве. Это уже 4-й трагический случай с конца мая и по настоящее время. Тему безопасности на воде продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Туве Эдуард Камилевич Афритонов. Здравствуйте. Добрый день. Эдуард Камилевич, уже 4 ребенка утонуло. Причина трагедии? Основная причина гибели людей, в том числе и детей на водных объектах, это халатное отношение родителей к своим обязанностям по
по отслеживанию детей, где они находятся в каждую минуту промежуток времени. В этом году у нас уже погибло 4 ребенка. Все случаи, это были случаи гибели без сопровождения взрослых на водоеме. Если сравнивать с прошлым годом, аналогичный период, эта цифра больше или меньше? По сравнению с прошлым годом, эта цифра у нас увеличилась в 2 раза. В том году погибло 2 ребенка за этот же период времени. В этом году уже, к сожалению, 4. Вот вы сказали, что все трагические гибели детей связаны с отсутствием контроля со стороны взрослых. Если взрослый человек, кто или что виноват? В этом году у нас погибло 3 взрослых человека. Все 3 причины – это было нахождение людей в нетрезвом состоянии на воде. Все 3 причины. Это основная причина гибели людей на водных объектах. Вот если говорить о гибели, вот вы уже сказали, сколько человек спасено? В этом году у нас спасателями ТПСО спасено 6 человек, инспекторами ГИМС спасено 6 человек и очевидцами спасено 2 человека. Те, кто оказался рядом с терпящими бедствия. Это итого 14 человек получается? Да, 14 человек спасено. В Туве сейчас проходит месячник безопасности. Какие мероприятия в его рамках проходят? Значит, у нас проходит широкая работа по школьным заведениям, по пришкольным лагерям. Проводится работа на улицах, на площадях городов и населенных пунктов. Ежедневно у нас проводится патрулирование водных объектов, там, где у нас имеются участки инспекторов ГИМС и спасателей ТПСО. Ежедневно выставляется патрульный катер на береговой линии города Кызыла. У него маршрут от моста Нового до моста Коктейского. Патрулирует всю эту зону. Естественно, сил недостаточно, потому что у нас всего 2 патрульных катера, и они такую акваторию охватить не могут одновременно. Поэтому случаются такие казусы, трагические казусы с гибелью людей. Если в целом брать, что такое месячник безопасности? Это комплекс мероприятий, в основном, конечно, это все профилактика. Профилактика. Это основная причина и основная задача нас, как инспекторов, задача органов местного самоуправления, чтобы исключить или уменьшить число гибели людей на воде. Если вот на официальных пляжах постоянно дежурят спасатели, а вот что касается необорудованных, например, берег Енисея? Ну вот на берегу мы патрулируем, да. Но я как говорил, что у нас сил не так много, чтобы охватить все места, где люди купаются. Там работает комиссия администрации города Кызыла, в частности вот по городу Кызылу. Но тоже, видимо, я думаю, что недостаточно людей, потому что возникают там группы людей, которые употребляют спиртные напитки и, естественно, лезут в воду купаться. Ну и ваши рекомендации как спасателя, как вести себя на воде? На воде, конечно, было бы неплохо, если бы люди берегли себя сами, не приходили на водоем для купания, у кого имеется заболевание сердца, опорно-двигательного аппарата. Естественно, не употреблять спиртные напитки на воде, а потом уже принимать водные процедуры. Если у вас получилось так, что вы терпите бедствие, постараться исключить панику, лечь на спину, дать организму отдохнуть, позвать громко на помощь и потихоньку на спине, или как вам лучше, удобнее, как вы умеете плавать, добираться до берега. А что же делать тем людям, кто стал свидетелем того, что кто-то тонет? Очевидцам. В первую очередь попытаться помочь, спасти этого человека, если вы умеете плавать. Если не умеете плавать, найти, покричать громко, найти людей, взрослых, кто это может сделать. Вызвать по телефону 01, 5 девяток, неважно, вызвать спасателей в первую очередь. И указать точное место, где происходит трагедия. Эдуард Камилевич, что бы вы хотели сказать жителям нашего региона, чтобы именно обезопасить себя на воде? Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям республики, к гостям республики. Купайтесь только в положенных местах, там, где проверено, где стоят знаки «запрещено купаться», естественно, не надо купаться в этих местах. Не злоупотребляйте спиртными напитками, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, не купайтесь, если у вас есть какие-то заболевания, хронические или периодические. Не опускайте детей одних на водоемы, без присмотра взрослых.
В случае опасности звоните спасателям, звоните в скорую помощь, звоните милиции. Все равно вам помощь окажут. Спасибо, что пришли. А я напомню, мы беседовали с начальником отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Туве Эдуардом Афритоновым. Спасибо вам еще раз. Спасибо за время предоставленное, спасибо за понимание нашей проблемы. Всего доброго. Возрождается из пепла. Пока эксперты устанавливают причины возгорания, сотрудники ресторана «Горыныч», который сгорел, разбирают пепелище и продолжают работу. Напомним, ЧП произошло 6 июля. Сообщение о возгорании на пульт пожарной связи поступило уже далеко за полночь. Когда первый расчет прибыл на место, деревянное здание и летняя веранда были полностью объяты пламенем. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Сотрудники ресторана не опустили руки, а приступили к очистке территории сразу, как только им позволили это сделать пожарные и дознаватели. На помощь сильному духом коллективу пришли неравнодушные люди. Все вместе буквально за несколько дней они разобрали пепелище. Сотрудники «Горыныча» неустанно благодарят всех, кто поддержал в это нелегкое время и поделились с нами хорошей новостью. Уже совсем скоро заведение вновь начнет работу и радовать гостей. Откликнулось очень большое количество людей, как и из других городов. Это байкеры из Эрзина приехали, с Орексепа. Также местные жители из Красноярска отозвались, очень большое количество людей. Мы хотим сказать спасибо не каждому отдельно, а всем вместе. Поэтому будет концерт на Open Air. Все звезды приглашены, все наши артисты, которые были на территории ресторана «Горыныч» перед постройкой нового здания. Будет для вас большой музыкальный концерт, поэтому мы приглашаем вас всех. Вся информация, когда он будет проходить, вы можете получить ВКонтакте в двух группах. Это радио Тувы «Голос Азии» и, конечно же, ресторан «Горыныч», также по каналу ТНТ и на радиостанции «Голос Азии». Обязательно сообщим вам дату. И еще раз огромное спасибо, что вы откликнулись и что вы с нами. Поверьте, мы вас двигнемся из пепла. Власти Тувы выделили на ремонт столовой в Буренском психоневрологическом интернате 1 миллион 700 тысяч рублей. На включение этих расходов в бюджет 2017 года настоял глава республики Шалбан Караол, посетивший социальное учреждение с инспекцией в позапрошлом году. Средства будут выделены Министерству труда и социальной политики республики в рамках региональной программы укрепления материально-технической базы организации социального обслуживания населения, принятой правительством Тувы 6 июля этого года. Более 1 миллиона рублей, запланированных по этой программе, республика обеспечит из собственных средств. Это позволит привлечь субсидию Пенсионного фонда России в размере около 500 000 рублей. Часть средств социальной программы, порядка 208 тысяч рублей, предполагается также потратить на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. И о курсах валют. Доллар стоит 60 рублей 38 копеек, а евро 68 рублей 95 копеек. Прервемся на рекламу, а после нее продолжим. Да, купила духовку, вытяжку, плиту. О, а посуда? А посуда в подарок. С 7 июля в салонах РБТ.ру. При покупке 3 и более единиц встраиваемой техники Bosch вы получаете набор посуды в подарок. РБТ.ру. Продолжаем выпуск. В минувшую субботу мы справили один из самых главных семейных праздников – День семьи, любви и верности. По этому случаю в Кызыле отметили самые крепкие пары. Медали за любовь и верность получили свыше 20 семей со всех районов Тувы, каждый из которых не один десяток лет прожила в счастливом браке. Наша съемочная группа поздравила их с праздником и узнала секреты семейного счастья. Семья, любовь и верность для супружеской пары Чедена и Алденкыз Дангыт из села Самоглытай Тысхемского района не просто слова. Нынешний год для супругов юбилейный. В начале лета они отпраздновали золотую свадьбу. Любящие родители вырастили и воспитали 3 детей, 9 внуков и правнучку. Сегодня юбиляры в числе других семей удостоены медали за любовь и верность. Образцовая семья, получившая среди односельчан уважение, почет и любовь. Семья Дангыт, Тысхемский кажун. Мы очень рады и благодарим всех тех, кто отметил высокой наградой нашу семью. Мы вырастили детей и внуков так, чтобы они любили труд, уважали других и так же, как и мы, прожили в счастливом браке много лет, а также воспитали своих детей достойными людьми. Всего в этот день чествовали 29 образцовых супружеских пар со всех районов республики, которые своим примером доказывают, что семья – одна из главных ценностей в жизни каждого человека.
Награды самые крепкие пары Тувы получили из рук заместителя председателя правительства Тувы Шалбана Хапуя, который отметил, что каждая третья семья в республике многодетная. У нас на территории республики 95 тысяч семей, которые воспитывают практически 116 тысяч детей. И детское население на территории нашей республики это 37%. Каждая третья семья у нас в Туве многодетная. И это, конечно, очень хорошо и здорово. Да? У нас традиционно семьи имеют 3, более 5 детей. Поэтому это очень хорошо, что именно у нас такие традиции. В этом году церемония стала 10-й по счету. С 2008 года в Туве наградили 250 супружеских пар за уважение, любовь, сохранение и развитие семейных традиций, а также достойное воспитание детей. Именно воспитание детей, своих или приемных, стало одним из главных критериев, по которым отбирались семьи. Сегодняшние семьи – это образцовые семьи нашей республики, которые достойно воспитали своих детей, внуков, правнуков. И сегодня отрадно отметить, что среди награжденных семей медалью за любовь и верность имеются еще и приемные семьи, которые приютили у себя под своим домашним очагом детей, которые остались без попечения родителей по той или иной причине, по той или иной жизненной ситуации. У каждой из семей, удостоенных наград, своя история, свои трудности и победы, которые довелось пережить за несколько десятилетий. Объединяет их взаимопонимание и уважение друг к другу, умение находить компромисс и прислушиваться к своей половинке. А это, как известно, большой труд. Чинчик Ашпукол, РС Хавалых, Игорь Стародомов, телекомпания «Новый век». А в Министерстве внутренних дел Тувы семейный праздник решили отметить по-спортивному. В частности, там прошел шахматно-шашечный турнир. Участниками стали сотрудники полиции и члены их семей. В борьбе за звание лучших сошлись 44 человека. После проведения жеребьевки были названы пары. Уже в середине турнира стали выделяться потенциальные гроссмейстеры. Сильнейшие участники вырвались вперед. В результате многочасовой упорной борьбы определились победители фестиваля, которыми стали по шахматам. Среди мужчин первое место занял дознаватель города Кызыла Адыкжи Кулар. Среди женщин победу одержала Чайзана Хамушко, супруга сотрудника столичной патрульно-постовой службы. По шашкам среди мужчин лучшим стал Чингиз Бадыра, сотрудник управления наркоконтроля Кызыла. Среди женщин первое место заняла Оксана Сувакпут, следователь муниципального отдела МВД Улухемский. Все победители и призеры были отмечены дипломами и ценными и памятными подарками, а также праздничными тортами. В Туве стартовала вторая смена загородных детских лагерей. В этот раз 200 ребят отдохнут под руководством вожатых и воспитателей детского загородного лагеря «Байлак». Дети практически со всех уголков республики сегодня собрались возле стадиона пятилетия Советской Тувы. Провожала их на отдых и наша съемочная группа. 5 больших автобусов с самого утра уже ждали школьников для отправки в загородный детский лагерь «Байлак». Волнующиеся родители и счастливые дети своим гулом заполнили весь центр Азии. Очередной сезон лагеря собрал 232 ребенка, среди которых есть и воспитанники Республиканского центра «Поддержка». Каждый сезон охват у нас 232 ребенка, 3 сезона. Какие категории? Это у нас, во-первых, это дети из многодетных семей, малообеспеченных, неполных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Вот такие вот категории у нас. Детей отправляются, и все путевки у нас социальные. По словам специалистов, детям, находящимся в приюте, загородные лагеря помогают отвлечься. Ребенок вместе со сверстниками играет, общается и развивается, приобретая и новые знания. Именно поэтому социальные работники разных районов Тувы помогают семьям в приобретении так называемых социальных путевок. Сегодня перевезла детей, которые отдыхают на второй сезон «Байлак», 25 детей, которые состоят на учете центра, на учете в РШУ, КДН, многодетные семьи. Дети, им посчастливилось сегодня отдыхать в «Байлак». Озеро, свежий воздух ждет детей на лагере «Байлак». Перед самым отъездом, пока родители проверяют документы, ребята успевают знакомиться. Просто летом дома скучно сидеть и хочется чего-нибудь нового. Ну вот, я захотела поехать в лагерь. Общаться с друзьями, купаться, участвовать на мероприятиях. Я еду первый раз в лагерь и
Я хотел бы провести хорошо лето. И хотел бы сходить в поход и поплавать где-нибудь. Уже через день подростки начнут свой отдых со спортивных игр. Всплесками ярких эмоций будут сопутствовать театрализованное шоу, посиделки у костра, дискотеки, конкурсы и квесты по поиску кладов. Вожатые сотрудники лагеря пообещали, что этот отдых запомнится детям надолго. Чинчиса Мугайра, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». Администрация Чедыхольского района проводит набор желающих покорить с 14 по 16 июля пик Тандыула высотой 2560 метров над уровнем моря. Это будет массовое организованное восхождение на хребет. Место проведения – подножие горы в 2 километрах от села Сайлык. Принять участие в этом испытании духа и тела могут все желающие старше 18 лет. Мероприятие бесплатное. Правительство Тувы направит более 1,5 миллиона рублей на капитальный ремонт столовой Буренского психоневрологического интерната. Средства будут выделены Министерству труда и социальной политики Тувы в рамках региональной программы укрепления материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, принятой правительством Тувы 6 июля этого года. В Туве намерены дать новый импульс развитию движения школьных лесничеств. Государственный комитет лесного хозяйства Тувы определил работу как единственный приоритет на 2017 год. В настоящее время Госкомлес решает вопросы по предоставлению школам, при которых уже есть или будут действовать лесничества, лесных участков на праве бессрочного пользования. Количество самих лесничеств предполагается увеличить к 2020 году с 10 нынешних до 21. В конце этой недели в Кызыле пройдет вторая всероссийская научно-практическая конференция «Сибирско-азиатский стоматологический форум». Участие в нем примут специалисты из таких стран, как Гонконг, Англия и Бельгия. Конференция позволит перенять опыт и знания других стран и открыть возможности для улучшения технологий диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний, оперативного внедрения их в клиническую практику во благо здоровья жителей Тувы. С 3 по 7 июля у озера Чагытай Тандынского района на базе Главного управления МЧС России по Туве проведена летняя полевая практика «Юный спасатель» с учащимися профильного кадетского класса школы номер 1 имени Буктуева города Кызыла. Спасатели провели с ребятами теоретические и практические занятия по темам альпинистская подготовка, поисково-спасательные работы на акватории, водолазная подготовка, ориентирование на местности. Также учащиеся соревновались в оказании первой медицинской помощи, разведении костра, надевании туристического снаряжения и боевой одежды пожарного, а также боевом развертывании. А сейчас о погоде. Прогноз представит Муза Черепанова. Здравствуйте! С погодой на ближайшие сутки познакомлю вас я, Муза Черепанова. Днем 11 июля облачно, с прояснениями небольшой дождь, возможно гроза. Плюс 26, плюс 28 градусов. Вечером и ночью столбик термометра задержится на отметке плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем порывы до 18 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Усиление шквалистого ветра 15-20 метров в секунду. Местами до 25 метров в секунду. Геомагнитное поле немного неспокойное, давление 699 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. На этом у меня все. Всего доброго, до свидания. На этом у меня все. Выпуск вы также найдете на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Всего вам доброго. В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. До 16 июля посетите фотовыставку Далай-ламы 14-го. Большое переселение из аварийного жилья. Сливайте бытовые отходы в специальное место, иначе большой штраф. На Туву налетела саранча. Путь ансамбля Хартыга в мировой славе. Кто приедет на Усту-Хуре в качестве звезд с 14 по 17 июля? Новый проект «Радио Голос Азии». Завтрак со звездой. Гости прошедшей недели.
А также много интересной и полезной информации. Тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.